Это вторая часть программы «Серьезный разговор» 23 сентября 2020 года. Напоминаю, что у нас в гостях этногеномист, руководитель Scientific Foundation National Plants Булат Муратов. Здравствуйте, еще раз. Еще раз здравствуйте. Булат, в конце первой части ты говорил о кумыках. Где-то я читал, что на Северном Кавказе до прихода Российской империи именно язык кумыков был языком межнационального общения. То есть люди жили в высокогорных аулах, соответственно, у них такие изолированные территории, и когда им нужно было между собой пообщаться, соответственно, они использовали язык кумыков, потому что кумыки были кочевниками, соответственно, и этот язык знали и те, и другие, и третьи. Это правда или нет? Не совсем. Во-первых, кумыки не были кочевниками, это первое. Во-вторых, в чем ты прав? Тюркский язык до русского языка был языком торговли, дипломатии, рынка. То есть он был языком общения. И его использовали для того, чтобы понять друг друга на огромной территории, от Дуная до Алтая. И купцы, идущие по Великому Шелковому пути, все знали тюркский язык. Вот. Поэтому позднее очень много народов перешли на тюркские языки, будучи не являясь тюрками. Вот как мы сейчас перешли все на русский язык. Вот, по сути, мы все стали славянами, да, то есть мы свои языки забыли. То же самое произошло со многими народами, живущими на этой огромной территории. Они стали тюрками только потому, что основным языком этой территории был тюркский язык. А кумыкский язык это на Кавказе выполнял такую же роль. То есть он был языком общения, как и ногайский язык. То есть они очень похожи, эти языки, входят в так называемую кипчакскую группу. Вот если говорить про кумыков, ты сказал, что они не были кочевниками. Не были. Дело в том, что у кумыков наконец-то там стали известны более-менее генетические данные. Основная гаплогруппа J2, они родственны чеченцам, вайнахам. Вот. То есть они тоже потомки хуритов. Ну, да, кто не знает, я ассоциирую гаплогруппу J2 с народом хуриты. Основные их потомки это часть армян, вайнахи, вот, у башкир это род усерган и так далее. Но дело не в этом. И у кумыков это одна из основных гаплогрупп. Но у них есть чисто тюркские гаплогруппы. Я имею в виду линии Q1A. Вот. И R1B, M73. Эти гаплогруппы попали к кумыкам с приходом тюрков. Не только тюрков, но и гуннов и прочих. И, соответственно, собственно, эти гаплогруппы стали носителями этнонима кумык. Вот. И который позднее закрепился за тюркоговорящими народами северо-восточного Кавказа, где живут современные кумыки. Понятно. Но они сейчас в основном в Дагестане живут. Да, совершенно верно. Ясно. То есть их деятель кумыкский Мурат Аджи частично был прав. Он считал, что кумыки вообще полностью кипчаки. Он частично был прав. Часть кумыков, именно носители этнонима кумык, связаны с половцами. А другие кумыки, они просто стали кумыками, потому что они, во-первых, роднились с половцами, во-вторых, они говорили на их языке. Ну, смотри, та часть, которая была связана с половцами, да, но они же изначально были все-таки кочевниками, а потом они, соответственно, стали кочевать. Да, совершенно верно. Но уже кумыков как народ мы застаем не как кочевники. У них никогда не было юрт, вот, не было такого классического кочевания, которое было у башкир и казахов. Другими словами, вот если упростить, жили-были, значит, кумыки, потом туда прискакали половцы, какая-то часть смешалась с этими кумыками и дали им свой этноним и язык. Дали им свой этноним и язык и перестали кочевать. Да, но они смешались с ними, породнились. Ну да, и язык, соответственно, стал кумыкский. Ну, то есть... Да, кумыкский. Кумыкский язык очень сильно похож на ногайский, на карачаевский, на татарский языки. Это вообще очень кипчакская группа языков. Так называемый, да. Ясно. Вот если говорить про тюркские языки, то есть, по-моему, угузские языки, есть кипчакские языки.
Вот по Есть численности... еще там тувинские языки, Тувинский якутские. это отдельно, да? Там? Да, ну я просто свою классификацию, потому что, У тебя своя классификация? да, чувашские это булгарские языки, так называемые. Ага, то есть ты решил побольше их разделить? Нет, Просто- почему? Ну тувинцы, они на самом деле говорят на другом языке. Если ты будешь общаться с тувинцем, вряд ли ты его поймешь. Или якута. У них свои группы языков. Ну и современные тюркологи, лингвисты их тоже относят в другие группы. Ага. Вот я, например, по Фейсбуку слушал, как крымская татарка что-то там рассказывает, стихотворение очень красивое. Я 90% понял, что... Да, потому что она была, современный крымско-татарский язык сделан на основе диалекта северных крымских татар, это нагайцы, по сути. Ага. По сути, те же самые язык кипчакский, нагайский. Понятно. Слушай, интересно. И тогда давай еще такой вопрос по поводу турков и азербайджанцев. Где-то я читал, что вот азербайджанцы, такой этноним, появился благодаря Сталину. Нет, Нет, это очень древний этноним. очень древний. Да. Потому что были османы, и их называли турками. Что-то такое я читал. Нет, азербайджанцы живут на территории Антропатены. Мгм. Антропатены это страна огней. Атар, Багана. То есть Атар это огонь, Багана столбы. Там вообще нефть же в том краю. И там природные явления часто такое люди замечали, как горение огней. Вообще у них там до прихода ислама была развита зороастрийская религия. У них там даже есть зороастрийские храмы типа Атишгяха. Вот. Но Азербайджан этноним связан с названием Антропатена, страна огней. Просто Азербайджан это уже поздняя форма вот этого этнонима. То есть он же меняется там. Антропатена Адер, то есть Адербадан. Вот Адербадан уже Азербайджан и так далее, и так далее. Ясно. Но язык очень похож на турецкий. Но это агузские группы языков, да? Мгм. Ясно, хорошо. Вот если говорить про Молдавию и про Румынию, да, то есть Ну. в Молдавии я слышал, тоже есть какие-то настроения, что вот, все очень близко к румынскому языку и так далее, и так далее. Это гагаузы. То есть и там живет один народ. Ты хочешь сказать? Где? Не, я не про гагаузов, это тюркский народ. Я А. именно про молдаван и про румын. Это один народ, да. Это Их один просто молдаване это просто название по названию реки Молдова. Мгм. Просто молдаване появились как? Потому что часть Бессарабии завоевала Российская империя, и румыны, оказавшиеся в составе Российской империи, стали называться молдаванами. Ну, я не специалист по истории молдаван, румын. Ага. То есть, если мне сейчас возразит какой-нибудь румынский или молдавский историк, я даже спорить не буду, потому что я в этой теме не Я глубок. понял, да, это вот у нас история с в общем, русским Я больше народом, связан с со своим, украинцами. поэтому я извиняюсь, если я Промолчишь очень, эту очень тему. поверхностно знаю историю Молдавии, Румынии. Вот Просто если говорить про этно-ДНК, то есть молдаване и румыны, они генетические родственники. и что за там буковки родина там или как? Не, у них А2, Мгм. Е1Б Понятно. и все остальные гаплогруппы R1A, только не, в основном не восточная линия Z93, а западная Z283. То есть у них практически европейские линии. Но основная у них там, по-моему, I2, J2 у них есть своя, J2. Ага, ясно. Вот в первой части ты очень интересно рассказал, что во время Чингисхана, соответственно, он как делал? Ты об этом сказал, что он с разных родов брал людей и в один отряд засовывал и... Давал им любое название из этих 10 родов. А мог вообще левый дать. То есть он мог собрать Меркита, Наймана, Кипчака, а назвать их барынами. Ага, и послать их воевать. Да, да. Чтобы они восстание не поднимали, он для Ага. этого это делал. То есть получается, по большому счету, такая история, что, значит, этническая история, то есть ДНК, никак не связана с самоназванием, мало связана, значит, с собственной идентичностью, и мало связана с религией, и мало связана с языком. То есть вот эти 5 компонентов личности человека, они могут быть совершенно разными. Насчет не связано с самоназванием, это только у тех народов, как минимум, которые были в составе Орды. Ага. Если ты не входил в состав улуса Джучи и тебя не коснулись репрессии и рекрутские наборы чингизитов, то, естественно, ты сохранял это название. Вот, допустим, взять же славян, они же практически не входили в состав улуса Джучи, только платили дань, у них сохранилась эта родоплеменная структура, но они ее забыли просто, но они, как бы, у них такого не было, что вот как вот, а мы входили напрямую. А вот по поводу славян тоже вопрос интересный, может быть, дискуссионный. Вот когда было крепостное право, оно же достаточно долгое время было.
Был долгое время, но... И, соответственно, я давно думаю, что все, кого, собственно, засунули в крепостное право, там уже были не только славяне, там были финно-угры, там и прочее, соответственно, у них не могло сохраниться собственной идентичности, собственного языка, там, предков и так далее, и так далее. Потому что, ну, они же были крепостными. И, соответственно, следующее поколение, которое родилось, там, внуки, правнуки, они вот все это утратили. Им был навязан какой-то общий язык, какая-то общая религия, и они продолжали быть крепостными, и это достаточно долго продолжалось. Нет, основная причина перехода части угрофинских народов на славянские языки – это религия. Потому что Библия была на славянском языке, соответственно, с письменностью распространялся язык. И, соответственно, языки были утрачены у бесписьменных народов частично. Поэтому муромы, мещеры, мирявы, такие угрофинские народы, Вот если... они стали русскими, потому что они приняли христианство, и письменность была славянская. Плюс смешанные браки и общее государство российское тогда уже было, русские княжества всевозможные. То есть это официальная позиция, что они потеряли свою идентичность именно потому, что Библия была, соответственно, на славянском языке, и вот это все... Они входили в состав русских княжеств. То есть все то же самое сейчас происходит. То есть какие народы входят в какую-то крупную, не знаю, вот в США же все говорят по-английски, и все маленькие языки там индейских племен исчезают. Или там негры США, они практически афроамериканцы. США, они практически все... Я не смогу это вырезать. Да, Хорошо. вот. Но просто, может быть, будут переводить на английский язык, надо политкорректно быть. Ну да. Ну, мы по-русски, поэтому... Хотя негр переводится черный, ничего такого тут оскорбительного нет с латыни. Давай не будем конкретизировать. Да. В общем, мы это записываем по-русски, на русском языке нет ничего. Я уже видел видео, которые мои переводят на другие языки, поэтому надо аккуратно. Да, ты прав. Это уже... У меня вас нет времени редактировать. Ты представляешь, у меня вот смотрит афроамериканец, и он услышал, и он меня до этого уважал, и после этого я попал. Как ты нас смог назвать так? Мы же тебя уважали, как ты мог? То есть, ну, в таком духе. Вот смотри, все-таки я хотел бы уточнить по поводу финно-угорских народов, потому что я не до конца понимаю ситуацию. Я знаю, что культурный слой, если говорить, да, вот, допустим, вапти, да? То есть вот вапти это финно-угорское, это не славянское, потому что славяне носили обувь из меха, по-моему, да? А в русских народных сказках там бабушка, там старичок, в лаптях и так далее. То есть это как бы культурный слой идет финно-угорский, соответственно, да, как бы, но при этом идентичность русская. То есть сами себя не считают русскими. Объясню почему. Дело в том, что так называемые финно-угры сами когда-то были давным-давно балтославянами. Там получилась двойная рокировка. Ну, возьмем конкретный пример. Вот возьмем современный финно-угорский народ Мордва, допустим, Мордва. Они делятся на Эрзию и Мокшу. Эрзия и Мокша, да. Да, так Эрзия – это потомки балтославян, которые жили на этой территории с эпохи бронзы. Потом в период экспансии финно-угров они перешли на финно-угорский язык, но генетически они являлись потомками балтославян. И вот эта культура, лапти, как ты говоришь, это по сути древняя культура населения бронзового века. Она встречается там у населения шнуровой керамики, а это гаплогруппа Эродина. То есть мы должны понимать, что когда славяне двигались на территории, где жили Мурома, Мери, Мещера, там Эрзи и прочие народы, генетически они были родственны. И те были частью Эродина, но не всех, естественно. Но и поэтому культуру, которую ты называешь финно-угорской, она же сложилась на основе не только угрофинов, но и угрофины сами пришли недавно на эти территории. То есть они пришли с началом переселения великого народа. То есть 2000 лет тому назад угрофины с территории Урала стали двигаться в сторону Финляндии, Эстонии. Вот смотри, ты сказал про Эрзия, а про Мокшу что можешь сказать? У Мокша просто больше гаплогруппы N угрофинской. Угрофинской. Да. А у Эрзия Эродина. Вот где-то я слышал, что вот специально каким-то образом соединили Эрзи и Мокша, чтобы в один народ. Дело в том, что я встречал два мнения среди Мордвы. Одни
категорически против, чтобы эти народы разделяли, потому что и тех мало, и они боятся исчезнуть. Языки абсолютно разные. Языки разные, да? Абсолютно разные. Мгм. Они настолько разные, вот как башкирский, чувашский, не знаю, еще даже. А есть другие эрзианские, макшанские исследователи, которые, наоборот, подчеркивают свою уникальность. Нет, мы не мокши, нет, мы эрзя, нет. То есть они считают, что никакого слова мордва нету, это все выдумано. И как бы не обижая ни тех, ни других, я не собираюсь влазить в их историю. Если они считают, что они один народ, ради Бога. Если они считают, что они два народа, тоже ради Бога. То есть это их история. На самом деле, конечно, генетически это не совсем один народ, но исторически они живут вместе на одной территории. Их и ту группу называют мордвой. Для кого-то слово мордва там является оскорблением, да? Ну, только потому, что у них ассоциация с русским языком какие-то идут. А кто придумал слово мордва? Мордва это туранское слово, переводится водные люди. Морд это человек, ва это вода. Мгм. Ясно. Просто у меня складывается впечатление, вот если честно, если есть разные языки, если они разные, да, Да. то когда пытаются вот таким образом соединить, это чтобы не было прогресса и развития их языков. То есть если языки разные, их нельзя сделать из него один язык, и поэтому нужно развивать отдельно эрзианский, отдельно макшанский. Ну это уже ихняя как бы задача. Я вообще не влазю в их споры. Вообще Понятно. они сами без нас это Ну, решают. я тоже просто я как бы свое мнение имею. Просто они частью против, чтобы их разделяли. Потому что и тех мало. Есть еще Шокша такой народ, вот шукшины. Мгм. Шокша. Это тоже часть Мордвии. Часть Мордвии, да. Считается, да? Да. Ага. И тут же нужно понимать, что их численность сокращается благодаря русификации, не благодаря тому, что их как-то вот, а именно благодаря русификации сокращается. И самый правильный способ противостоять русификации — это как раз развивать свои языки. Ну, сейчас политически не надо Хорошо. темы затрагивать. Окей, не будем. Не будем. У тебя же широкий канал. Да, у нас язык нет. У нас передача не политическая, поэтому... Ну, если честно, это же вопрос не политический. То есть в нормальных государствах языковой вопрос не является политическим вопросом. Ну понятно, но это уже решат люди, каждый сам. Да, Кем но себя учитывая считать? то, что в каком государстве мы живем, вопрос языка — это вопрос политический. Поэтому ты прав, да, в этом плане, Мгм. в этом контексте. То есть смотри, получается действительно такая ситуация, как ты говорил при Чингисхане. Сложилось, что совершенно разные вещи. Это я уже давно для себя сделал вывод. То есть идентичность, собственно. Дальше. Вот если взять человека из прошлого, да, по сути, он ничего не решает. По сути, он вообще ничего не решает. То есть чувство собственного достоинства, да, то есть идентичность, там, гражданство, язык, там, алфавит, на котором он пишет, там, государство, которое он считает своим и так далее, это появляется только потом, когда есть какая-то цивилизация, когда есть удовлетворены базовые потребности, там, декларация прав человека появилась и так далее, и так далее. То есть в прошлые времена там все по-другому. И мы даже на примере 20 века это видим. То есть Голодомор, там, да, и так далее, и так далее. Вот я бы хотел бы у тебя еще узнать твое мнение по поводу значит, перехода большого количества, по поводу сокращения башкирского населения во время значит, 20-х годов, там Вилочное восстание, 26-е года, когда вот по переписи, по-моему, 1917 года башкир было где-то 1 700 000, а потом стало 700 000. Миллиона не стало. Больше половины не стало. Вот вопрос. Ну, я смотрел, значит, по районам, да, как бы раскадровку. Где-то, допустим, по-моему, Бурзянский или Абзигиловский район, и какой-то там вот Хайгунский район. То есть там было 120 000 человек, осталось 80. То есть треть населения погибло от голода. Ну и понятно, что большинство из них было, там 99% были башкиры, потому что это чисто такие башкирские районы. Да? На западе Башкортостана ситуация была немножко другой. То есть там численность башкир еще больше уменьшилась, но не за счет того, что все повально, значит, вымерли, да? А за счет того, что значительная их часть оказалась вдруг на переписях татарами. И у меня была такая гипотеза, она как бы связана с тем, что было уже вилочное восстание. Было вилочное восстание, там, по-моему, в Туймазах, там, в Чешмах, там, ну, я не знаю, там... Ну, понятно, западные районы. В западных районах, да.
Соответственно, было вилочное восстание, после этого под лозунгами «Смерть башкирам», значит, был осуществлен очередной этап геноцида. И, соответственно, кроме того, башкиры это собственники земли. То есть это класс, который владеет землей. А есть люди, которые должны платить арендную плату за землю. Да? И вдруг приходит новая власть и говорит, теперь вы никому ничего платить не должны. Да, это как бы земельный такой вопрос. И по большому счету получается, что следующий момент связан с тем, что алфавит башкирский, да, то есть вот этот ХГ, Халмах и так далее, то есть литературный башкирский язык, который современный сейчас, он был придуман, получается, где-то как раз в эти годы. Да? И таким образом было сделано так, чтобы люди на Западе, они, соответственно, не ассоциировали себя... На западе Башкирии. На западе Башкирии, да. Не ассоциировали себя с новым алфавитом, с новым литературным каноном башкирского языка и так далее. То есть вот все очень так, как бы, многие факторы сложились одновременно для того, чтобы была изменена идентичность. Дело не в этом, просто... Я хочу мнение послушать. Да, дело в том, что до революции разговорным языком башкир был тюрки. Тюрки Поволжья, он очень сильно похож на современный татарский язык. А современный литературный башкирский язык – это в основном язык башкир Кугарчинского района. Почему так получилось? Потому что революционером, большевиком был Шагид Худайбердин, выходец из этого района. Соответственно, он свой диалект продвинул как в качестве литературного. То есть, когда башкиры хэкают, это говорят всего лишь несколько районов южных. Юго-восточных. Да, юго-восточных, да. Ну, извини, пожалуйста, вот, допустим, как бы, у меня отец из Оренбургской области, там тоже так говорят. Но я говорю, это же тоже юго-восточный да, башкир. А мама с Гафурийского района, там тоже так говорят. Нет, это ближе центр. к западу, все более и более похож на татарский язык. Ну, То есть уже Гафурийский район, там, я знаю, как бы, они переходной такой тип, а уже ближе к Туймазам, там, Балтачевский район, туда все, вот они уже вообще полностью говорят похожим на татарский язык. Ну а насчет самосознания, кто как себя называл, это уже личное, каждое решение принимал. Ну, Вот у меня, смотри, род Буляр да. по матери. По переписям они башкиры, но они все себя считают татарами. То есть такого нету, чтобы там кто-то их заставляет, это их выбор, поэтому. А по переписи они башкиры. Вот смотри, Булат. Угу. Ну, все-таки замечание небольшое хотел бы сказать по поводу языка. То есть ты сказал Кугарчинский район, там Худайбердин, это сказал, как фамилия? Шагид Худайбердин. Да, вот все-таки, наверное, не совсем корректно, потому что количество районов, которое говорит хэкэ, да, достаточно большое. Я не только хэкэ, я говорю вообще, вот чистейший литературный язык встречается в Кугарчинском районе. А другие районы, они даже Баймакский, Бурзянский. Почему Бурзянский часто приводят район? Половина Бурзянского района на самом деле кипчаки. Там не бурзяне живут, а кипчаки. Вот. То есть на самом деле современные башкиры говорят на языке одного из кланов юго-восточных. Да, смотри, Булат, я другой все-таки хотел сказать. Но. Все-таки количество людей, которые говорят на литературном башкирском языке и считают, как бы, он наиболее близок к тому языку, на котором говорили их предки, достаточно большое. Да? Ну да. Это, то есть это не один район. То есть, ну, районов 20-30, наверное, есть. Ну конечно, это естественно не один район. Да, то есть, а всего... Юго-восточный, правильно, Учалинский район также говорит. И часть центральных районов тоже, как бы, да? Но и генетически же Учалинский район связан же с Кугарчинским районом. Окей. Второй момент, то есть мы не лингвисты, тем более там нет такого, что есть только юго-восточный и северо. Можно ремарку? Башкиры говорят на языке кунов. То есть это мое мнение, потому что мы говорим не просто на каком-то кипчакском языке варианте, а мы говорим на языке именно вот этой специфической линии. R1А, СУР-51 как раз. Отлично. Естественно, что там другие такие слова, как эссей, там, это же не у башкир такого не раз, они иней говорят башкиры. Смотри, Влад, давай все-таки я выскажусь, Да. Если можно, не перебивай. Ну, первое, например, со стороны отца у меня говорили картатай, картасяй. Да? И я, соответственно, своих дедушки и бабушки со стороны отца говорил картатай, картасяй. Это точно так же, как у татар. А со стороны мамы латай улясей. Это раз. Конкретный пример. Второй момент. В лингвистике, вот этой башкирской, там нет такого, что там есть
чисто, значит, литературный башкирский и северо-западный диалект. Там есть еще северный какой-то диалект, и наурский район, еще что-то вот, там тоже что-то свое. То есть там все намного сложнее. Это второй момент. Третий момент. Вот все-таки хотелось бы понять. Живут люди. Да, живут люди. Имеют идентичность башкирскую. В какой-то момент что-то происходит. Не было идентичности башкирской. То есть вот смотри, окей. Ты хочешь сказать, что до 1917 года они не имели башкирскую идентичность? Они имели родовую идентичность. Родовую. Они назывались по родам. Мы Буляр, мы Хапсах, мы это Табын. А идентичность башкирская, она была больше связана с юго-восточными башкирами. Именно как с этносом, с кланом. А северные, вот те рода, которые там западные, они башкирами, то есть правильно часть казанских историков говорит, что было связано с вотчинным правом это частью. И тут нет ничего обидного. То есть башкирский народ складывался, у башкирского народа процесс этногенеза не завершился. И он складывался в течение вплоть до 20 века. Самые последние рода, которые в состав башкир вошли, это калмыки. Какая-то часть родов калмыков стала башкирами. Вот смотри, я тебя услышал. Давай мы не будем национальной темы. Я просто тогда прекращу. Я не хочу эту тему обсуждать. Мы либо по этногеномике обсуждаем, либо национальные темы. Я не хочу эти темы обсуждать. Потому что они не касаются этногеномики. Понимаешь? Ты сейчас задаешь политические вопросы и национальные. Мне они не интересны. Я сразу говорю. То есть, если тебе интересно, мне не хочется эту тему обсуждать. Я вообще считаю, что и так называемый диалект, это все вариация одного языка. И все вот эти споры и ругань, там, кто на каком языке говорит, не имеет никакого большого значения. Ты можешь выучить любой диалект и спокойно переучиться на другой диалект. И это просто вызывает ссору между людьми и какие-то обиды взаимные и прочее. Вот я не хочу вызывать ссоры и обиды, и поэтому все-таки я хотел бы твое мнение уточнить. Я не специалист по языку. Это не вопрос языка. Да? Я прошу меня не перебивать. Я уточняю твою позицию. Значит, с твоей точки зрения, люди, которые записывались башкирами до 1920 года, то есть до революции, они себя по национальности башкирами не считали, но они просто записывали себя башкирами, потому что это давало им вотчинное право на землю. Это по месту территории еще. Башкирами называли людей, которые живут в Башкирии. Вот. Стоп, тогда не было никакой Башкирии. Было такое понятие башкир. Нет, это все. Понимаешь, как появились башкиры? Вот мои предки, конкретно мои, 650 лет назад назывались нагайцами. Когда Иван Грозный взял Казань, нагайцами было называться опасно. И они стали называть себя башкирами. Все. А потом уже это стало их родовым родом. Вот этот род Капсак, он башкирами-то стал всего там, лет 700 назад, 600. И то потому, что сложились такие обстоятельства. А так это были нагайцы. Понимаешь? Я это все прекрасно И этот процесс этногенеза, он продолжался вплоть до 20 века. Вот есть какие-то 6 там калмыцких деревень там на севере Башкирии. Они буквально в 19 веке были еще калмыками, а уже потом стали башкирами. Вот я хочу просто понять твою логику. Ты все это говоришь для того, чтобы в будущем башкирские этносы и нации исчезли? Или ты это говоришь с какой целью? То есть, я просто говорю научную истину. Я не собираюсь участвовать в национальных там темах, прочих там. То есть мне не интересно это, участвовать в темах, которые какой-то, имеют политический контекст. Если говорить чисто конкретно фактами, вот я тебе говорю конкретно фактами. Вот смотри, окей, я просто хочу понять конкретно фактами, да, твою позицию. Значит, ты сказал следующее, что они не считали себя башкирами до революции. Они себя считали башкирами, но это было сложение этноса. То есть они ассоциировали себя больше с родами. С родами не ассоциировали. А башкир это было понятие такое человека-вотчинника. Понимаешь? Вот смотри, еще раз. Зачем ты мне этот вопрос задаешь? Эта тема хорошо разработана другими людьми. Зачем мне это? Я свое мнение уже тебе высказал. Нет, подожди, я хочу понять твое мнение. Что оно дает? Это мое мнение всего лишь. Оно очень важно для в целом понимания ситуации. Да? Это очень важная тема. Смотри,
Гаяс Исхаки, да? То есть Но. мы знаем, что был такой человек, Заки Валиди, да? И Но. был такой человек, Гаяс Исхаки. Они имели две разные позиции, достаточно Ну, ради бога. диаметрально Но. противоположные. И, соответственно, в соответствии с Заки Валиди, как бы, он пытался сделать башкирский народ. Можно я свое мнение скажу? Для Да. меня ни Гаэс Исхаки, ни Заки Валиди не имеет большого значения. Мне все равно, кто были эти люди, какие они были политическими лидерами. У меня есть свое собственное мнение, оно опирается на данные науки. Все. Что они там говорили, какие они взгляды отстаивали, как они друг друга ненавидели, мне это не интересно. Я не совсем, как говорится, люблю современные течения вот эти, на этой теме. Поэтому я не увлекаюсь этим вообще. Мне конкретные научные данные интересуют. Все. Хорошо. Вот каким образом ты можешь объяснить тот факт, что люди записывались башкирами на северо-западе Башкортостана, да, и в Восточном Татарстане до того, как появился Татарстан вообще, да, и Башкортостан. Это была Уфимская губерния. А затем, после истории с большевиками, они стали записываться татарами. Язык. Во-первых, у них ближе к татарскому литературному трассу. Во-вторых, политика была такая, что башкирами было опасно называться. Вот ты подтверждаешь то, что я сказал. Ну да, вилочные восстания, ты же приводишь пример. Окей. То есть тут надо вопросы о жизни и смерти решать, а тут назовешься башкиром, там тебя расстреляют и прочее. Вот их детей расстреляют. И поэтому В-третьих, процесс этногенеза не завершился. Башкиры как нации что-то не существовало. Язык только сложился литературный, принят, официально был уже в 20 веке, а Вот до этого разные языки были. я с тобой соглашусь, но тут только небольшую правочку, если ты согласишься, это будет прекрасно. Смотри, ты говоришь, этногенез не завершился, а я как бы хочу сказать, этногенезу не дали завершиться определенные события, связанные с соответствующим государством, большевистским переворотом и так далее. То есть вот... Да, Чингисхан еще не дал. Процесс этногенеза, он много раз прерывался. То есть башкиры до Чингисхана это совершенно другие башкиры. После башкиры, после эпохи Чингисхана произошла кипчакизация башкир. То есть башкиры были больше агузоязычные до Чингисхана. А после Чингисхана, после разгрома половцев, многая часть половцев ушла к башкирам. И башкиры, за ними закрепился кипчакская версия тюркских языков. А еще до Чингисхана часть башкирских родов говорили на угорских языках. Потому что это были бесписьменные народы. Вот. Но называли они себя башкирами, потому что это была территория. Эта территория называлась Башкирт. Паскардия, по-моему. Но это у европейцев, у башкорт, там, у тюрков и так далее. Башкурт и так далее. Я к тому говорю, что все, кто приходил на эту территорию, становились башкирами. Объясни почему. По территории, по названию. Вот как было Хивинское ханство, все стали хивинцами. Но были коренные башкиры. Коренные, это вот бурзяне, тангауры. Это коренные башкиры. Они дали название этой территории. То есть, вот Уральские горы, здесь жили бурзянцы и древний башкорт. Был такой род башкорт. Это сейчас они находятся в составе тангауров и усерган. Ага. Вот. Усерган они называются Буре-Усерган, этот род, а у тангауров Ялан Тангаур. Вот ты сказал, был род башкорт. Да. Он исчез, получается. Да, это гаплогруппа R1B M269Z2103. Вот этот род башкорт, откуда информация о нем? Ну, из письменных источников, это основной источник. Был такой народ Баджгарды, это и есть род Башкорт. Он был родственником бурзян. Ага. Бурзяне тоже там... Это твоя гипотеза? Почему? Это для меня Джувейни, Масуди, все это писали, что были 4 народа. Баджанак, это печенеги, бурзян, башкорт и наукерде. Они родственные были. Они говорили на аугустском языке? На аугустских языках они На говорили. аугустских языках говорили. То есть похоже на туркменский язык современный. Отлично. Смотри, в летописи, Ипатьевской летописи упоминается хан Башкорт. Да, это... Вообще это было распространенное имя не только в Ипатьевской летописи. У Хазар был такой военачальник, Башгирд Ухазар.
Ага, вот смотри, в летописи указывается, что в какой-то город, то ли Полоцк, по-моему, значит, прискакал хан Башкорт с 20 тысячами Да. войсками, что-то там сделал, там какая-то не принцесса, я не знаю, кто вышел за него замуж, но он скакал потом что-то такое. Да. Вот эта история вообще как-то прослеживается генетически. Кто такой хан Башкорт? Нам нужно его люди, с которыми... палео ДНК, мы же не знаем, где он похоронен. Вообще, среди современных русских, украинцев, молдаван и прочих, есть чисто половецкие линии, то есть потомки половцев. В том числе R1A-41 есть ветка. Вот. И которые, допустим, встречаются среди башкир. Я уж не говорю про R1B-73, которая там распространена у казахских кыпшаков, там у части башкирских кыпсаков и так далее. И другие ветки. Вот. И, соответственно, ну, о чем вопрос-то, собственно говоря? Вот... Ну, есть такие линии среди славян тоже. Они потомки половцев. Фамилии есть Половец, там, Кобяков, Кучуков, прочее. Я знаю, есть фамилии уфимцев, башкирцев и так далее. Не в этом вопрос. Смотри, когда хан какой-то берет себе имя Башкорт, он берет его в честь какого-то клана. В честь какого-то клана. В честь клана. Потому что этноним Башкорт существует задолго до того, как жил хан Башкорт. Впервые этноним упоминается именно в такой форме. Ибн Фадлан или раньше? Ибн Фадлан или раньше? Конечно, раньше. В каком веке? В династии, в VI веке упоминается впервые этноним Башкорт именно в той форме, в которой он должен быть. То есть еще версия, что скифский род такой носил название Пасертай. То есть возможно, что это тоже связано. Но официально вот с VI века в династии хроники Суй, такая была династия в Китае, у них впервые упоминается этноним Башкорт. В Китае? В китайских летописях, да. То есть, получается, это VI век нашей эры. Получается, некто с Китая перекочевал? Нет, не в Китае, в китайских источниках. Китайские источники пишут, что живет народ между Каспийским и Аральским морем, называет себя Башукили. Транскрипция Башкорт. Потому что в китайском языке нет «р» фонетики. Они букву «р» заменяют на «л». Ага. Понятно. Слушай, интересно. И потом, позднее, в 9 веке, Масуди пишет, что там живет народ Баджгард. Ихними потомками являются не только коренные башкиры, но и башкарды, которые живут в Иране современном. В современном Иране живет народ Башкарди. Я смотрел видео с ними, они совершенно не похожи. Не имеет значения, похожи, не похожи. Они могут по женской линии отличаться. Надо просто тестировать башкардов и узнать их данные ДНК. И все. Понятно. Ну, возможно, что они просто по названию очень похожие, как бы, да? Не может быть просто так. У них там и культура такая же, у них курай есть свой, у них есть юрты, все это есть. Это чисто родственники наших. Это пока по культуре они родственники. Если протестировать башкардов и узнать их генетические данные, возможно, они еще и по генетике родственники. Но по культуре они родственники с башкирами. Понятно. Ну, просто условия жизни там совершенно другие, поэтому они там... У них дома в виде юрт. А язык какой у них? У них белуджский язык. У них вообще своя группа языков, Башкардия группа языков. Вот это отдельная выделенная линия иранских языков. То есть иранский язык, это... Да, это совершенно, ну, тут иранский, туранский, да. Понятно. Вот ты упоминал хуритов, очень интересное тоже направление, и ты сказал, что по твоему мнению, да, то есть тут важно подчеркнуть, что это именно твое мнение, от хуритов произошли армяне, чеченцы, ингуши, усергане. Да, носители гаплогруппы J2. Да. Вот поподробнее расскажи, пожалуйста, откуда информация, что хуриты это J2, да? Откуда информация, ну и так далее, и так далее. Давай. Ну это, собственно говоря, древняя переднеазиатская гаплогруппа. И такие государства, как Урарту, Хур и прочие, они связаны с населением Передней Азии и, соответственно, с носителями этой гаплогруппы. Есть данные палео-ДНК, там гаплогруппа J2. Их язык сохранился в настоящее время среди нахо-дагестанских народов. Это вайнахские языки и часть дагестанских языков. Имеет прямое отношение к языку хуритов. Вот армянский язык это индоевропейский язык, но у армян тоже сохранился огромный пласт хуритских слов. Собственно, название горы Арарат это и есть хуритское слово Урарту.
Это один и тот же этноним. Мгм. Вот. Если говорить про историю хуритов, ты раньше говорил, что там что-то произошло у них, что они вынуждены были от кого-то убегать. Да, спасаться. их начали уничтожать, и часть хуритов ушли через юг. Кто их начал уничтожать? Если не ошибаюсь, ну это надо посмотреть в источнике, ну в общем не буду сейчас в это влазить, это было около 2000 лет тому назад. 2000 лет назад. Да, их начали уничтожать, и значительная часть хуритов, обогнув юг Каспийского моря, вышли к Аральскому морю и создали там впоследствии государство Хорезм. Мгм. То есть они расселились около Аральского моря. И часть позднее стали предками башкирских усерган. Мгм. Муйтены. Еще раз, как слово? Муйтены их звали. Понятно. Потому что они происходили из населения Митани. Муйтен, Митани это один этноним. Вот исходя из того, что ты сказал, что было государство Хорезм, да, можно ли сказать, что армяне, чеченцы, ингуши, часть дагестанских народов, это потомки тех людей, кто жили в Хорезме? Нет, Нельзя так сказать. нет. Хорезм это всего лишь имеет прямое отношение к муйтенам, которые ушли на восток. Вот, и это их история, это поздняя ветка. А они все имеют отношение к хуритам. То есть, Вот. Но Хорезм, нужно понимать же, это же не просто хуритская территория. Туда пришли индоиранцы, они смешались. То есть там есть ветка Иродина, которая пришла с севера позднее и так далее. мгм. То есть, грубо говоря, Хорезм это часть хуритов. Другая часть хуритов где-то в других местах и, собственно, Естественно, да. И это всего лишь потомки их могут быть муйтены и население Средней Азии и прочее. Ясно. В общем, получается, что все очень сложно. И вот этнический вопрос, как вы поняли из нашей беседы, не этнический, а вопрос На геноме. не этногеномики, Происхождение. национальной принадлежности, дискуссионный, субъективный, очень сложный. Кто как решит, так и будет для себя и так далее. Да? Как мы увидели это в нашей беседе с Булатом Муратовым. Мнение очень интересно. То есть мне тоже кажется, что процесс этногенеза башкирского народа не завершен, естественно. И в принципе мы сошлись во мнении, что этот процесс не был завершен благодаря определенным вмешательствам, негативным вмешательствам со стороны определенных сил. До этого ты говорил Чингисхан, там, да, есть вмешательство большевиков там, и так далее. И так далее. Соответственно, очень интересно. Понятно, что все очень сложно, очень запутанно. И понятно, что все, значит, вот с разными ДНК на этой огромной территории кочевали в одно место, в другое, кто-то кого-то захватывал, менялся язык, менялась религия, менялась культура, менялось, значит, вооружение, все менялось. Угу. То есть нет ничего постоянного, меняется все. Абсолютно верно. И получается, что единственное, вот, кстати, очень интересно, единственное, что с помощью этногеномики можно отследить эти гены. Да, ну, потому что, вот, по большому счету, я всегда так говорю, что вот возьми любого человека из России, да, там, увези его во Францию, там, ну, в возрасте до года, например, да, и если он будет воспитываться во французской семье, то он будет считать себя французом, будет разговаривать на французском языке и так далее, и так далее. То есть будет изменена и язык, и идентичность, и религия, если он Естественно. как бы, Абсолютно правильно говоришь. вот. Единственное, что останется ДНК. То есть по ДНК, если следить, то можно будет найти его родственников в России каким-то образом. Я тоже считаю, что национальность это в основном это проблема самосознания. Кем себя человек идентифицирует, тем он и является по национальности. Причем, если это еще вжито у него с детства, прям впитано, то это не изменить. Если бы ты родился, будучи башкиром, родился бы значит, в детстве, тебя воспитывали бы в шотландской семье, и никто бы тебе не говорил, что у тебя предки были башкиры. Я считаю, Вот. что шотландцы. Да, абсолютно верно. То есть проблема самосознания, то есть национальность это проблема. Почему я избегаю национальных тем? Потому что это вот на примере армян и Азербайджан можно сказать. Армения и Азербайджана. Родственные народы абсолютно. Большинство армян родственники азербайджанцев, но их разделяет
проблема самосознания, история, то есть они постоянно враждовали. Стоп. Тут ты же говорил, что значит, Армения это G2. У Азербайджана это основная гаплогруппа J2. Азербайджанцы тоже G2? Да, у них есть тюркские линии, у них есть там другие линии, но у них основной генетический пул такой же, как у армян. Это родственные народы. И сейчас будут на меня азербайджанцы обижаться, и армяне будут обижаться. Но мы говорим о науке, а не о тех пристрастиях, которые людям нравятся. Слушай, это тогда вот такой вопрос. Я тоже хотел понять по поводу, сейчас как они называются-то, вспомню. Есть курды, мусульмане, а есть те, которые верят... Христиане. Не христиане, Шииты. не шииты, а есть вот... У них язык курдский. Езиды. Езиды. Но у них религия езидизм. Да? Соответственно, там что-то связано с... Как это называется? С павлином там что-то есть связано и так далее. Вопрос на следующего содержания. Вот я представляю ситуацию таким образом. Да? Если я ошибаюсь, поправь меня, пожалуйста. Жили-были, значит, курды на какой-то там территории. Ну, у них был курдский язык, грубо говоря, разные курдские племена. Да? Язык примерно одинаковый. В определенный момент появляются разные религии. Да? То есть кто-то до этого из них верил в езидизм. Да. И после этого приходят мусульмане, и, значит, если ты не веришь в единого Бога, значит, ты неверный, значит, какие-то репрессии. Да? Совершенно верно. Соответственно, у них сохраняется свой язык, то есть он же у них один, и как бы, да, но какая-то часть принимает ислам, какая-то часть остается верна своей прежней религии. И за счет этого у них конфликт. Да. Их конфессия разделяет, все правильно. То есть получается, что когда мы говорим курды, езиды, да, у них одинаковая ДНК, да. одинаковый язык, но разная религия и разная идентичность. Абсолютно и правильно. эта идентичность, она разная из-за того, что у них разная религия. Абсолютно правильно. То есть смотри, то есть у них этнообразующим признаком, национально образующим признаком является религия. Совершенно правильно. И вот, если мы на примере езидов и курдов это как бы наблюдаем, то вполне возможно, что, вот ты говоришь, что J2 очень близко, да, у армян и азербайджанцев, ты говоришь. То есть, ну я не знаю, то есть, это твое, как бы, да. То есть в данном случае религия тоже может быть каким-то таким моментом, который... Конечно, она сильно разделяет. Даже может разделять людей одной религии. Ну вот украинцы и русские, у них одна религия, один язык, одно происхождение, но их все равно разделяет. То есть проблема все равно в самосознании. Ты прекрасно знаешь, киргизы, узбеки одной религии, и те сунниты, но у них такая вражда там, ой-ой-ой, в Волжской долине. Не, ну смотри, с другой стороны, если бы не было вражды, то они бы смешались в одно целое. И тогда бы исчезли... Это вопрос комплементарности. А у них вражда еще идет, потому что они не совсем родственны. Киргизы чуть другие рода, узбеки чуть другие, но разный образ жизни. Вот. И, соответственно, религия-то у них одна. Они и те сунниты. Хорошо. Следующий момент. Вот смотри. Я хотел бы поговорить с тобой про менталитет. Да, это вот следующее такое понятие, которое мне интересно было бы с тобой изучить. Посмотреть. Вот я думаю, что менталитет вообще никак не связан с этногеномикой. Как ты считаешь? Нет, конечно. Не связан, нет, не связан. Никак не связан. Наверное, ты прав. Да? Наверное, ты прав. Вот что ты можешь сказать про башкирский менталитет? И может ли он как-то измениться в будущем? Может. Вот расскажи свое мнение. Это может быть не с этногеномикой, но просто... Ну, я вижу, что тебя в основном интересуют вопросы башкирского этноса. Ну, но насчет башкирского менталитета он может измениться, конечно, потому что он часто зависит от той вида деятельности, в которой люди в основном участвуют. Башкиры в основном это все-таки сельские жители. Пока что. Хотя сейчас очень высокий процент городских башкир. Сейчас доля городских превысила долю сельских. Ну да. Но тем не менее, менталитет как изменяется? Когда меняется профессиональная деятельность. Вот когда среди башкир появится много технических специалистов, олимпийских чемпионов. То есть, понимаешь, башкиры сейчас пока традиционно в основном заняты в гуманитарных науках. Это историки, это певцы, это, ну ты понимаешь, поэты,
Вот. А когда среди башкир появится больше инженеров, людей с технической специальностью, то есть не просто инженеров там на каком-то заводе, а людей, которые развиваются в научных областях, в спорте. Вот представь, если бы, допустим, в какой-нибудь деревне, в деревне башкирской были бы олимпийские виды спорта развиты. Это совершенно другой народ был бы. Такой пример мы имеем на Финах. Это был до революции довольно-таки малоизвестный и, ну как сказать, не было там практически имен с мировым именем. А сейчас в Финляндии, что из себя представляет, там куча ученых с мировым именем, куча спортсменов, у них свой хоккей, у них свой футбол. Почему? Потому что у них поменялась полностью профессиональная деятельность, там начались развиваться все виды профессий, спорт и, соответственно, прямая поддержка государства. Вот. Я тебя прошу на политические темы не уходить. Договорились. Да. Вопрос по поводу Спарты. Да? Город Спарта был и были спартанцы. Но. Вот, сейчас Спарта, по-моему, это где находится? Часть Греции. Часть Греции. Да? Да. Вот скажи, пожалуйста, в какой момент вот эти люди, которые жили в разных городах, греческих полисах, да, вдруг решили, что они греки? И как Когда возникла внешняя угроза в виде персов, они решили объединиться против. Это общий враг появляется, и, соответственно, у них национальное самосознание появляется. То есть до этого у них была раздробленность по городам? Нет, они знали, что они одного происхождения, понимали друг друга, но ощущение себя одним этносом возникло после появления внешней угрозы. Угу. То есть вот именно так? Именно Да. так и происходит? Да. Понятно, интересно. То же самое с башкирами происходило, когда монголы двигались на территорию Урала, вот эти разрозненные племена объединились, и они почувствовали себя одним этносом. Угу. А поскольку территория называлась Башкирт, то, соответственно, неважно, что один из родов это дал территории, это название, все стали ассоциировать себя с этим названием. И вот этот род, который назывался Башкорт, ему просто со временем пришлось сменить название. Хотя буквально еще в 16 веке была отдельная Башкуртская волость. Это как раз... В 16 веке? Да, еще была Башкуртская волость. Очень то есть она исчезла. То есть был такой клан Башкурт среди башкир. Но он исчез, потому что это стало названием народа, понимаешь? Вот эту тему очень хорошо, что ты затронул. Давай про башкирскую волость, да, про вот этот клан Башкурт, который... Ну надо, я на документы, я хочу сейчас, когда с тобой встретимся, я вот тебе покажу название этой волости, документ, чтобы это был фактический материал. Да, смотри. Не просто вот так из головы что-то идет там. Ну ты что-то помнишь же, да? То есть, Нет, я просто помню, а я тебе хочу данные привести, фактологические. Вот этот клан Башкурт, он растворился, ты сказал... Среди Буреу Серган, Буреу-Серган. Ялан Тангауров. Да, вот этот клан Башкурт, который был, он сколько лет назад появился на территории Урала? Вот Он всегда здесь был. Ну, нет, он был до Кипчаков тут. Ну понятно, то есть он был еще 1000 лет назад, 2000 лет. Вот как далеко можно просмотреть? На Урале он уже был как минимум 7 века нашей эры. 7 века нашей эры. Да. Вот ты же знаешь, как расселялись люди по планете Земля, примерно. То есть ты знаешь, что были неандертальцы, кроманьонцы и так далее. Да? То есть что можно сказать про вот этих первых башкир, про клан Башкурт, да, который был очень давно, в 7 веке нашей эры? Они были частью агузского племенного объединения, не связаны ни с кроманьонцами, ни с неандертальцами. Потому что кроманьонцы и неандертальцы жили 40 тысяч лет назад, а это был... Ну, они потом исчезли, там, перемешались, да, понятно. Смотри, вот если копать, вот смотри, каким образом, вот, давай по-другому задаем вопрос. Когда не было людей на территории Урала, то есть когда точно можно сказать, что, допустим... Именно современного типа? Современного типа. Их не было. Когда? Сейчас скажу. Официальная точка зрения, впервые человек на Южном Урале появляется 60-40 тысяч лет назад. Видишь, какой переброс, 20 тысяч лет. То есть вот. между 60 и 40 тысяч лет назад появился человек современного типа. Да. Но есть другие точки зрения, что 100 тысяч лет тому назад первый человек современного типа появился на Урале. Поэтому первый человек современного типа, который... Homo sapiens. Homo sapiens sapiens.
Homo sapiens sapiens, который смесь кроманьонца и неандертальца. Да, да, да. И денисовцы там все у него было. Ну, они все были вместе. Понятно. Интересно. И если говорить именно про вот этих людей, которые появились, которые стали называть себя башкурт, то мы знаем, что где-то 1700 лет назад такие уже здесь были. 1300 лет. 1300 лет назад. Такие были. Да. А вообще они появились... Это по китайским источникам, потому что клан Башукили, согласно китайским источникам, Суйшу, династийная хроника, кочевала от Урала до Арала. То есть они, когда наступала зима, они уходили на Аральское море, а когда наступала весна и лето, они поднимались в Уральские горы. То есть про этих людей, которые называли себя башкуртами, можно сказать следующее. Я сейчас тебе перечислю факты, ты просто подтверди. Первое, они появились 1300 лет назад примерно. Второе, у них был агузский... Впервые зафиксированы. Зафиксированы примерно 1300 лет назад. Язык был агузский. Язык был агузский, они кочевали, использовали юрты. Насчет юрт вряд ли, но они использовали... У них были какие-то юрты, но не те, которые классические, которые мы им знаем. У них свой тип юрт был. Даже этнографы это делят. Они говорят, вот есть тюркская юрта, а есть монгольская юрта. Вот у них был тюркский тип юрты. А то, что сейчас называют башкирской юртой, это монгольский тип юрты. Понятно. Тюркский тип юрты, он вот такой, как яйцо. А монгольский, он такой, вот знаешь, как шатер такой. Да, больше пространства. Да, да. Это разные типы юрт. Вот у них был тюркский тип юрты. Точно, кстати, такой же тип домов у народа Башкардии в Иране. У них дома в виде тюркской юрты. Слушай, интересно, то есть народ Башкардии... Да, прямое отношение имеет к нашим башкирам, коренным. Тем самым первым башкирам. Да, да, это и есть. Просто те ушли на юг, эти на север. Но они не просто так ушли, они входили в состав тюркского каганата и их использовали как бы воинскую силу. То есть они попали на территорию северного и южного Ирана только как воинское подразделение тюркских этих правителей тюркского каганата. Но они же жили на этой территории до тюркского каганата. То есть, соответственно, они могли еще проникать на территорию Ирана и в более ранние времена, то есть когда была династия там, ранних сасанидов и прочее, Парфян и прочее. Вот смотри, вот эти древние товарищи башкирские, да, которые жили... Носители этнонима башкорт. Да. Ну. 1300 лет назад, как минимум 1300 лет назад, которые здесь жили на Урале, они какой КП-группы были? R1B Z2103. R1B Z2103. И, возможно, еще у них была гаплогруппа R1A, но мы этого не знаем. Потому что у нас нет данных палео ДНК, раз, и у нас нету данных по народу Башкардии. У нас есть только культурное совпадение, то есть по элементам культуры с башкирами, и у нас есть совпадение этнонимов. А почему нет экспедиции, чтобы проверить их ДНК? Потому что Иран закрытая территория, не то что закрытая, это исламская республика, и с этим довольно сложно все. То есть, и потом специалистов нет, которые этим будут заниматься профессионально. То есть это же просто приехать, взять у них кровь и уехать незаметно? Слюну лучше. Слюну, да. Ну понятно. Слушай, следующий вопрос. Вот каким образом поняли, что R1B вот у этих товарищей, которые вот этот самый этноним башкорт носили? Башкиры коренные носители линии R1B Z2103. Это рода Яланта, Ингаур, Бурзяне и прочее. То есть откуда это известно? Ну, я же тебе объяснял, что по всем древним источникам древние башкиры, родственники бурзян, печенегов и наукерде. Древние источники это что такое? Ну, Масуди пишет о битве вот этих 4 родов агузских с кимаками, да, там и другие. То есть хроники. Понятно. То есть берутся Плюс у нас есть данные ДНК, мы тестируем Ялант Ингаур, у них линия R1B Z2103, такая же, как у бурзян. Мы тестируем Буре Усергян, род. Кстати, Буре же волк переводится. Да. Вот, пожалуйста, башкорт по народной этимологии тоже волк переводится. То есть это все один род на самом деле. То есть... Отлично. Слушай, ты очень интересно что-то рассказал. Получается, где-то зафиксировались где-то 1300 лет назад. Первый раз мы узнали, что... В китайских хрониках, что между Аральским и Каспийским морем живет народ Башукили.
Их численность не указана? Там указано, да. Сколько? Там около 10 тысяч. 10 тысяч. Да, вот. Это включая женщин, детей, да? Ну да, да. И у них Ну, что? там можно посмотреть точные данные, сколько у них войска там было. Это все это описывают китайцы. То есть, получается, огромная территория Урала, и не только они там Нет, они кочевали меридиально. меридианно. Ага. То есть, когда жарко, они уходили на Урал. Мгм. Когда холодно, они спускались к Аральскому морю. Понятно. Вместе с ними ходили эти муйтены тоже. Такой вопрос. У них еще поэтому гаплогруппа J2. Но это усерганская гаплогруппа муйтенов. Эти муйтены как раз... Поэтому Буре-Усерган это род, входящий в Усерган. Ага. Вот усыргане, получается, потомки хуритов, как ты говорил. Это основные усерганские рода. Это Абазы, Бишей, Шишей, Апанды. Это чисто усерганские рода, коренные носители этнонима Муйтен. А такие рода, как Аксак Усерган, это вообще от нагайцев пришло. Буре Усерган, это вот связано с башкуртами. Аю Усерган, это связано с айлинскими, видимо, башкирами по версии Замфира Кашапова, потому что у них гаплогруппа Ай. То есть это довольно... Сураш Усерган, это вообще с венграми связаны. У них угорская ветка. L1034. Понял. Еще такой вопрос. Вот эти... Мы сейчас много вопросов не будем, мы уже приближаемся к концу. Поэтому совершенно логично задать следующий вопрос. Вот эти вот люди, которые себя называли этноним башкорт, да, в самом начале, как бы, да, которые зафиксированы. Получается, что китайцы обнаружили этих людей, сказали, что вот эти люди, и поэтому мы эту территорию будем называть башкирт. Так? Да. И потом это Не назвали... китайцы так называли, уже все кочевники, все народы эту территорию, которую они называли страной башкир. Страна башкир. Да. А первый раз такое название страна башкир в европейских хрониках когда появилось? Ну, это путешествие венгерских миссионеров в поисках Великой Венгрии, Магна Хунгария, Ага. земля Паскатир там и прочее. Это в каком году? Ну, это до Чингисхана, это 11-12 век нашей эры. 11-12. Нет, 12-13 век нашей эры. Понятно. Ну, 11-13 век нашей эры. А это в европейских, а в арабских, персидских намного раньше, конечно. Ибн Фадлан это 959 год до нашей эры. Уже все это называлось Башкурт. Да. Уже до Ибн Фадлана называлась эта территория Башкурт. Угу. То есть это Уральские горы, вот они, вот это Южный Урал, северная часть Аральского моря, вот это от Волги до Тобола, вот эта территория Башкурт называлась. Тогда так, смотри, давай как рабочая гипотеза. Значит, Урал часто называли горы Башхарт. Потому что так называют горы Башкурт, горы Башкарт. это кто так называл? Арабские, персидские, китайские источники. Понятно. Ну, европейских тогда тут просто не было. Это дикая территория, они не могли сюда набрать. Почему? Европейцы, вот которые миссионеры земля, там паскатиры, то есть, эта территория так называлась. Понятно. То есть смотри, рабочая гипотеза, я хочу подтверждение от тебя услышать. Ну и чтобы ты что-то добавил. Грубо говоря, с древнейших времен до как минимум 1300 лет назад, то есть 700-е года нашей эры, некое племя под названием башкир, башкурт, вернее, у которых был ангусский язык, у которых были, как ты говорил, юрты тюркского типа, не монгольского, которые кочевали, и в честь них эту территорию называли земля башкир. Да. Башкирия, Башкортостан, Да. как-то и так далее. Да? Они были родственники печенегов и брузян. Понятно. Потом сюда, соответственно, приходили другие племена. И они назывались по названию этой территории И, Башкирия. соответственно, если они какую-то территорию приходили, говорили, что вот это наша земля, огораживали, ставили свою тамгу, уран, и говорили, это наши жены, дети, это наша территория, это ваш клан, наш клан, и совместно мы жили. Если появлялся внешний враг, они объединялись вместе, там менялись женами, были какие-то смешанные браки и так далее. Они вместе пытались против общего врага. Да, они роднились, то есть они становились родственниками, у них появлялись общие враги, у них была общая территория, поэтому у них общее название возникало, Башкорт. Ага. И это общее название они приняли, потому что изначально первые... Территория так называлась тоже. По названию этого рода. Понятно.
то есть по названию того рода, который изначально был 10 тысяч человек, примерно, по китайским источникам. Да, да. Ну там можно уточнить, сколько их точно было. Там Ну, же конкретная цифра указана. Сейчас да, просто указано. можете 2000, я уж не помню, надо просто посмотреть. Ага. Потому что вот если так подумать, вот сейчас где-то 7 миллиардов 700 миллионов на планете Земля. Мгм. Но 1300 лет назад там численность планеты Земля, она там была меньше 500 миллионов. Да, да. Она даже меньше, там, может быть, 100 миллионов была. Ну понятно, да. То есть и там 20 тысяч там, человек или 10 тысяч, это огромный процент Да, да, да. Я знаю. численности того населения, которое Надо было. просто посмотреть, сколько конкретно. У меня опубликована статья, там написано конкретно выдержки из китайской летописи, сколько было человек, чем они занимались и так далее. Ага. Просто перевод китайской летописи сделал Станислав Гущин. У тебя это есть, да? Да, статья у меня опубликована. В А открытом виде можно найти. А ты Мурат часов не Муратов, найдешь? набираете Суйшу, Башукили, найдете в поисковике. Слушай, интересно. То есть ты очень много чего интересного так раскрыл, простым языком рассказал. Нет, ну просто я публиковал эту статью еще до этногеномики. Ага. То есть я же профессиональный историк, и я сначала не занимался этногеномикой, а занимался чисто историей. И, соответственно, вот эту летопись мы переводили с китаеведом Станиславом Гущиным в Москве. То есть он переводил, просто брал китайский текст и переводил ее на русский язык. Он профессиональный лингвист. Понятно. Поэтому я не пользуюсь вторичными источниками, я просто оригиналами уже. Там четкое название летописи, четкое описание идет и так далее. Мгм. Отлично. Я напоминаю, что у нас было интервью для программы «Серьезный разговор» с известным этногеномистом, руководителем Scientific Foundation National Plans Булатом Муратовым. И мы приближаемся к нашему концу. И буквально еще несколько вопросов. Что такое Scientific Foundation National Plans? Это научный фонд, который занимается этногеномикой и проблемами, связанными с ней. То есть я занимаюсь в этом фонде, являюсь руководителем его, исследованиями по этногеномике, включая экспедиции, публикации статей, лабораторная работа и так далее. Книги публикуем. Вот. Мгм. Что для тебя этногеномика? Это досуг, это, соответственно, хобби, это цель жизни, смысл жизни? Что Поиск для тебя? научной истины. Мне это нравится, интересно, и я люблю опираться в поиск истины на фактологический материал. Мгм. Правда ли, что вот с помощью этногеномики, с помощью вот этих вот генов, вообще можно, если это все довести до абсолюта, и если этим будет заниматься искусственный интеллект, то можно вообще в историю очень глубоко зайти и Абсолютно понять, правда, и так оно и будет. как оно и будет. То Да. есть, То есть реальная достоверная история, естественно, мы не сможем узнать, как звали людей, хотя и это в перспективе, я думаю, тоже смогут, то есть там машину, не то что машину времени изобретут, но смогут подключаться к информационному полю, видеть события прошлого. Это моя версия просто, я придерживаюсь этой точки зрения. А если брать чисто данные этногеномики, 100% будет известно, кто кому родственник, кто от кого произошел. понятно. Включать данные палео-ДНК. То есть будут брать древние курганы, брать оттуда ДНК и будет знать, чьи предки там лежат. И брать будет ДНК современных людей. Мгм. Что, собственно, вот с моим кланом произошло. То есть у меня ДНК совпадает с сакскими племенами, скифскими, сакскими, частью сарматов. Вот, пожалуйста. Они являются поэтому моими предками по отцовской линии. Мгм. Поэтому и арпады оказались родственниками. Потому что у них такая же ветка, как у нас. Мгм. И датировки, вопрос, все это будет решено. То есть это будет будущее. Ну, это может уже при нашей жизни произойдет. Потому что ученые молодые появляются с гораздо более таким новым подходом. Булат, Но вот скажи, пожалуйста, люди, которые посмотрят это интервью, они захотят, значит, сдать тоже ДНК, да, узнать что-то о своих предках, какие у них буковки, там R1A, там G2, там R1B и так далее, и так далее. Как они могут? Они могут к тебе обратиться, у тебя есть какой-то сайт, вот давай, ну, прорекламируй. я человек открытый, меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте, могут списаться и там уже обсудить можем детали. Вообще, как бы в настоящее время из-за пандемии довольно-таки сложно проводить эти исследования. По двум причинам. Многие лаборатории закрыты, раз. Во-вторых, тестировать сложно. Пока, ну, в общем, это все можно обсудить в рабочем режиме, Представим, по личной переписке там, и так представим, далее. что пандемия закончилась. Как происходит процесс?
Он происходит независимо от нас. Эту работу проделывает государство. Со временем это будет обязательное условие, как паспорт. Все генетические данные будут известны про каждого человека. Ну, то есть я просто хотел, чтобы ты немножко по-другому ответил, чтобы ты сказал, что выдается какая-то палочка, человек слюну свою... Как процедура, да, там можно сдать слюну, можно сдать кровь. Слюну лучше, потому что кровь сдавать опасно, можно заразу занести, ее хранить тяжелее и так далее. Ага. То есть просто... Можно вообще волосы сдать свои, все что угодно, зубы, Понятно. кожу, кусочек кожи. Везде можно выделить ДНК. То есть, вот, уважаемые зрители, если вы хотите больше узнать про своих предков, про свое происхождение этногенетическое, обращайтесь к Буату Муратову, сдавайте ему слюну там, или какие-то другие... Нет, сначала надо записаться как минимум, а там уже решить. Да, Потому да. что, может, и будет закрыто все. Ну, понятно. Вот. И достаточно простая процедура, и вы очень много о себе узнаете. И я хотел бы, чтобы ты рассказал, просто ты почему-то об этом не говоришь, есть какая-то база прямо в компьютере, в интернете, можно увидеть, чей ты родственник. Есть открытые базы, есть закрытые базы. Открытые базы, туда поступают все данные открытые. Вы сдаете тест, вы попадаете на древо человечества общее, и вы находите там свое место. Как по отношению к другим людям вы свое место на дереве находите. Да. Вот в этом дереве, в интернете, ты наверняка находил своих родственников, которые там, допустим, 650 лет назад. Да. Вот самый ближайший родственник, кто там есть? Из каких народов? Неважно, из каких народов. Вот, Ко мне к тебе. идут сначала капсаки. Нет, я не про это говорю. Сколько лет назад? То есть, грубо говоря, вот ты видишь другого человека. Я нашел там людей с 18 века со мной разошлись. Но они тоже Теляу. А потом... Они живут в Башкирии? Да. Нет, потом я нашел, когда мы разошлись, получается, в 15 веке с частью татар. Ага. То есть вот такие фамилии татарские, как Бархиевы, Зайнединовы, Туктамышевы. Ага. И это ты по отцовской линии смотрел? Да. Понятно. По женской линии там, я же говорю, сложнее определить возраст. Сколько человек сейчас в эту базу входит? Из 7... Из башкир? Не из Башкир, а вообще из планеты Земля. Из 7 миллиардов 700 миллионов Не знаю. человечества. Не знаю. Трудно сказать. Трудно сказать. То есть, Но думаю, что, не знаю, мне трудно сказать. миллион там есть людей? Есть, наверное, больше намного. Я не знаю, мне, честно сказать, неизвестно. Нет смысла сдавать всех 7 миллиардов, все же друг другу родственникам приходятся. Угу. То есть можно сдать там один клан, определиться. Но в перспективе будут все известные люди. Понятно. На данный день. Сейчас, кстати, это во многих странах как делается? Люди идут в поликлинику, сдают кровь, без их ведома эту кровь берут другие лаборатории, исследуют их на ДНК. Угу. Ясно. То есть, может быть, ваша ДНК уже известна, но без вашего ведома. Такой может Вас никто не будет спрашивать. И потом сделать какое-то биологическое оружие, которое... Нет, это к тому я говорю, что это нужно для базы. Ага, понятно. А целью базы разные, может быть, военная, лечебная и так далее. Эпидемиологическое, коронавирусное. Окей, это мы фантазируем. Вот все-таки тогда из Башкир, да, то есть сколько людей из Башкир вот в этой базе данных мировой? Ну, еще буквально даже года 2 назад башкиры хорошо изученный народ. Потому что он разнообразный, поэтому он хорошо изучен. Нет, просто много проектов башкирами занимается. А почему? Ну, просто была здоровая конкуренция хорошая, все хотели изучить этот народ, и, соответственно, и среди башкир был высокий процент энтузиастов, и у Башкирии есть институт свой по этой теме, где Эльза Камиловна Хуснудинова, Да, я слышал от имени, институт даже видео видел. биохимии и генетики Уфимского научного центра. У нас вообще в Башкирии история хорошо развита. Я же говорю, гуманитариев много у нас. Ну да, у нас история хорошо развита. Башкирия один из самых изученных народов Российской Федерации. То есть вот это число ты не можешь назвать, там, тысячи? Могу, где-то даже еще буквально, даже так сегодня, даже 5 лет назад уже было известно, уже где-то сейчас, тогда было уже 5000. Сейчас где-то 7000, уже может быть больше. Ага. Но много башкир изучено. У меня только по моей базе где-то 3000 человек идет. Понятно. Чисто моей базе. А есть еще общая же база. Это твоя база, это люди, которые обратились к тебе? И ко мне, и которых я курировал в разных проектах. То есть вот перед нами сидит этногенетист, который... Ну, их много людей занимается башкирами на самом деле. Много параллельных проектов.
То есть Балановский занимается. Эльза Камиловна Хуснуддинова, Институт биохимии и генетики. Я занимаюсь. Потом проект Суюн занимается отдельно. Потом занимается Каримов Альберт, он с Пермского края, с Добрянки. Потом занимается, ну, в общем, Юлдаш Юсупов, да, то есть, ну, он с Балановским, тем не менее. Короче, много там людей, которые занимаются. Есть чисто башкиры, которые сами себя тестируют, ни в какие проекты не входят и так далее, и так далее. Слушай, очень интересно. Ну, это самый изученный, наверное, я думаю, народ Российской Федерации на сегодняшний день. Отлично. По этногеномике, я имею в виду. Ладно, и тогда, наверное, заключительное слово. Даем слово нашему гостю. Пожалуйста, что хотите сказать? Ну, я хотел сказать, что я очень надеюсь, что все больше будет появляться новых исследователей по этногеномике. Вот. И, наконец-то, наша наука историческая все больше начнет оперировать не только археологическими и историческими документами, да, но еще данными этногеномики, которые помогают определить происхождение народов, этносов и, соответственно, решить вопросы их этнической истории. Ясно. Все, спасибо всем. До свидания. Спасибо большое Булату Муратову. На этом мы заканчиваем наше интервью. До свидания. До свидания.